Ростовской области в рамках Дней татарской и башкирской культуры на Дону состоялся праздник Южный Сабантуй – народный праздник изобилия. Каждое лето жители и гости города Ростова-на-Дону весело и с широким размахом отмечают традиционный народный этнокультурный праздник Сабантуй. Один из старейших праздников, проводимых в нашей области с 2003 года. Он традиционно собирает вместе всех жителей, отражает культурные традиции, чествует передовиков различных сфер деятельности, выявляет сильнейших спортсменов. Здесь каждый найдет себе отдых по душе. Здоровые песни и веселые танцы, топот копыт, ароматы татарской кухни, яркое убранство национального жилища, состязания в силе и ловкости, гостеприимство и радушие. По традиции праздник начинается с торжественного парада. Творческие коллективы в ярких национальных костюмах с веселыми песнями под звуки гармонии проходят по аллее парка. Все это создает атмосферу праздника. Яркие моменты, так скажем, национальной борьбы показали встречи русские, татарские костюмы. Такие девчонки выступают. Испокон веков Сабантуй объединяет людей всех национальностей, всех вероисповеданий. Он несет в себе дружбу народов, взаимоуважение, обмен культурой. Сегодня мы проводим третий Южный Сабантуй, и, что приятно, он во второй раз проходит на Донской земле. Представители татарской общественности с Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приехали для того, чтобы от всей души разделить с нами эту радость праздника. Пусть эта традиция, которая замечательно существует в нашем регионе, живет и дальше. Благодаря таким праздникам наши гости объединяются, чтобы вместе провести один большой хороший праздник. Arttıra kurduk yaş halette gelen baltuğun bu kimdendir dedim. Beyren bugün, beyren bugün. Вдыхает дивный аромат. Мир сделал все моложе, дыхание свежей. Сегодня праздник, праздник. Kırçıtıp her jirde de dörtlerle koşuz baltuğun. İsmi Aysır Kaligendir ya dedim. Beyren bugün, beyren bugün. Самое главное, что мы должны быть вместе. Мы должны болеть за нашу великую Родину. Мы должны делать все, чтобы наша великая страна оставалась такой же крепкой и сильной. И сохраняя культурные традиции, сохраняя культуру, нравы, обычаи, мы только способствуем тому, чтобы наша великая страна была еще могучее и сильнее. От имени руководства Республики Татарстан и всего нашего национального народа мы поздравляем вас с одним из самых любимых национальных наших праздников, праздника Сабантуй. Я бы тоже хотел выразить слова благодарности организаторам и тем, кто помогал организовать сегодняшний праздник, а также всем, кто пришел на него. Спасибо вам за хороший, теплый и добрый прием. Как уже было сказано, Сабантуй проводится в прекрасном городе Ростов-на-Дону уже второй год подряд. Мы считаем, что он проходит интереснее, шире, красочнее. Появляются новые его поклонники. Надеюсь, что этот праздник станет
традиционным и любимым ростовчанами. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаемые гости праздника, от имени Центрального духовного управления мусульман Ростовской области поздравляю вас со светлым праздником Сабантуй. Желаю вам, вашим близким семьям, семейного счастья, крепкого здоровья и милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Хотел бы выразить благодарность правительству Ростовской области, администрации города Ростова-на-Дону, Всемирному конгрессу татар, а также Ростовской областной общественной организации Татаро-Башкирский культурный центр Якташтар за организацию прекрасного праздника Сабантуй, а также за работу по укреплению мира и дружбы между народами нашей великой страны. Дорогие друзья, в Ростовской области проживает более 15 тысяч татар, и они гармонично влились в нашу дружную семью народов Дона многонациональную. Я очень рад приветствовать также, помимо делегаций татарских организаций, и наши диаспоры этнические, проживающие на Дону. Спасибо вам большое, что вы с нами сегодня. Я хотел поблагодарить всех организаторов данного мероприятия, нашу организацию Якташлар областную. Хотел бы отдельно поблагодарить делегацию Зеленодольского района Республики Татарстан, которые второй раз уже нам делают наш праздник ярче, интереснее, веселее. Ну и вам, дорогие гости, пожелать хорошего настроения сегодня. Спасибо. Добрый день, с праздником всех. День поистину добрый, потому что, во-первых, праздник – это возможность встретиться с друзьями. Я второй раз присутствую на этом празднике. Для меня лично это так. Я очень много приобрел и прошлый год, и вообще за всю свою жизнь друзей, и увидел их сегодня. Я бы хотела от души поблагодарить правительство Ростовской области в лице губернатора Василия Юрьевича Головева, правительство Республики Татарстан в лице президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Хотела поблагодарить администрацию города Ростова-на-Дону, Зеленодольский муниципальный район. Хотела поблагодарить наших гостей, друзей, родных, которые из Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, мы все вместе, мы дружим. Хотела наших родных национально-культурной автономии, землячества и диаспоры. Спасибо вам, что поддержали. Спасибо большое всем членам Татарского и Башкирского культурного центра. Мы все вместе, без горкя, без булдрабыс. Мы вместе, мы можем. Всех с праздником, веселитесь, отдыхайте и выигрывайте призы. Спасибо. Украшение праздника – выступление творческих коллективов Республики Татарстан и Ростовской области. В программе праздника участвуют государственный ансамбль песни и танца «Агидель» Республика Татарстан, кавер-группа из города Казани «Чак-Чак», войсковой народный ансамбль казачьей песни «Лазорики», концертный казачий коллектив «Ростов-Дон» и, конечно, солисты и творческие коллективы этнических землячеств Ростовской области.
Неотъемлемая часть праздника Сабантуй – богатое и красочное оформление ярмарки продажи изделий народно-прикладного творчества. Также мы видим флаги Сабантуя, смонтированные пневмофигуры Абзы и Апа. Среди зрителей ходят ростовые фигуры Батыра и Шурале. Они притягивают к себе красотой, в которой отражается богатство народной души, творческая фантазия, культура, национальный колорит народа. Гостей ждет угощение национальными блюдами чак-чак, перемячи, эчпачмак, баурсак. Желающих попробовать их с ароматным чаем предостаточно. Также угощаем гостей вкуснейшим пловом. Помимо фотовыставки, гости смогут ознакомиться с татарскими и башкирскими национальными костюмами. Дети принять участие в конкурсе детских рисунков, посвященных Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Большую аудиторию собирают площадки, на которых проводятся игровые и национальные конкурсы, спортивно-развлекательные национальные игры, армрестлинг, бег с коромыслом, разбивание горшков, волшебные ножницы, бег в мешках, толкание гири. Плотникам сделана новая интересная игра на меткость, бросание колец и многое другое.
Раз. Пожалуйста, много. Два. Не уходи, пожалуйста. Три. 4. 5. 12. Да очень быстро. Чуть-чуть ниже, всю веревочку не надо. Все сразу все себе. Так, все отлично. Давай! Ой, молодец! Самое зрелищное мероприятие, конечно же, национальная борьба «Кареш», которая объединяет многих в центре спортивной площадки. Зрители и болельщики окружают ковер со всех сторон. Борьба «Кареш» имеет свои глубокие корни. Наряду с обрядами, традициями, она составляет национальную культуру татарского и многих тюркских народов. Это вид спортивного единоборства на кушаках, в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Первыми начинают борьбу подростки. Поединки, которые обычно бывают короткими из-за детской спешки и горячности. Чистую победу одержал борец с синим кушаком. Вот. На смену им приходят юноши, не так активно стремящиеся к победе, но после длительной раскачки и подготовки к атаке делают ее зрелищной и эффектной. Свои силы в борьбе пробуют и мужчины, обдумывая каждое движение. Победители борьбы ждут ценные призы – культиватор, дрель и так далее. За первое место во взрослой национальной борьбе «Кареш» награждается сертификатом Тимур Халайджан. Хочу отметить то, что победители во всех весовых категориях награждаются культиваторами, которые справа от вас находятся. За вторые места перфораторы, за третье шуруповерты. За первое место в категории свыше 85 килограмм награждается Тахир Хузягалиев. Тахир Хузягалиев.
объявить главного абсолютного батыра по состязанию национальной борьбе «Куряш» на этнокультурно-народном празднике Южный Сабантуй в городе Ростов-на-Дону 2022 года награждается в номинации «Абсолютный батыр» Тимур Халайджан. Абсолютный батыр праздника награждается бараном. В этом году Южный Сабантуй посетило более 3000 человек. Праздник Сабантуй давно зарекомендовал себя семейным, спортивным и трудовым праздником, дарящим всем участникам незабываемые впечатления, заряд бодрости, энергии и положительного настроения для добрых дел. Праздником, улучшающим не только туристическую привлекательность нашего региона, но и способствующий развитию межнационального и межрегионального сотрудничества. Сабантуй – это праздник дружбы, единения и любви. Это праздник семьи и семейного благополучия. И мы говорим «Рахим Итагес» или «Добро пожаловать».